К другим темам. В ленских авторемонтных мастерских работает сварщик Ирина Борисова. Это и совсем не женская профессия, она посвятила всю жизнь. Рядом со сварочным аппаратом представительница слабого пола провела 30 лет. Наталья Беспалова продолжит. Совсем не женскую профессию уроженка Донбасса Ирина Борисова выбрала сразу после школы. Одноклассник пошел в техникум на сварщика, и она последовала за ним. Я как-то даже не думавши, что это за профессия, какая, согласилась и решила пойти вместе с ним учиться. Мужчина уважительно относится. Я даже очень люблю работать в мужском коллективе, с ними намного проще, уважительный. Раньше в ленских авторемонтных мастерских работали 4 женщины-сварщицы, но 3 из них ушли на пенсию. Осталась Ирина одна среди представителей сильного пола. Многие удивляются, особенно сейчас. Раньше не удивлялись, а сейчас удивляются. А нет такого, что, допустим, нет, говорят, там, пусть лучше мне мужчина сварит, чем женщина там что-нибудь, сделает сварочное? Нет, в этом у нас дискриминации абсолютно нет. У нас, если человек хорошо выполняет свою работу, какая разница, какого он пола. За всю жизнь, признается Ирина, она ни разу не думала сменить профессию. Говорит, что будет работать до пенсии. На здоровье постоянный контакт со сваркой никак не повлиял. Я нормально себя чувствую. Мне кажется, все нормально, не во вред здоровью. Глаза не болят? Нет, не болят глаза. Все нормально, у меня даже зрение 100%. Утром с удовольствием на работу, вечером с удовольствием домой. А это, как гласит известная цитата, и есть счастье. Счастье женщины-сварщицы Ирины Борисовой.